Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что принесут вам следующие 7 дней? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, загадайте на будущие 7 дней. Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что вам по судьбе на будущей неделе и что вас ждет в течение следующих 7 дней. Так, вышли очень хорошие знаки. Здесь у нас и про любовь, и про ваши достижения. А также здесь еще и бабочка вышла. Бабочка очень хороший, редкий знак, который говорит о том, что вас ждет большая удача. Причем как-то вот неожиданно, да, неожиданно в вашей жизни прям постучится эта большая удача. Смотрите в оба. Очень важный момент. Здесь может быть и выигрыш в лотерею. Здесь может быть получение чего-то вот прям выигрышное, не знаю. Пойдете в суд, выиграете суд. Пойдете там за какими-то документами, получите, причем там больше, чем рассчитывали. Там, не знаю, вы планировали делать ремонт, и вас затопили соседи, и как бы еще и оплатили вам этот, получается, ремонт. То есть, понимаете, тут какой-то счастливый случай по вот этой бабочке в вашей жизни обязательно в течение будущей недели произойдет. Но вы, мои дорогие, должны смотреть в оба, чтобы этот счастливый случай просто не пропустить. Дальше. У вас здесь идет двоечка. Двоечка очень важный знак, который говорит, что вот цифра 2 сыграет какую-то прям доминантную роль или на работе, либо в отношениях, либо в каких-то вот, может быть, время, да, в 2 часа, вот особое время для вас какое-то будет. Двоечки. Вот прям обращайте внимание, где у вас двоечки будут происходить. Также двоечка указывает на то, что вы будете в паре, на то, что у вас будут хорошие отношения, у вас будут мирные отношения в семье, в паре, с любимым человеком. Кстати, кто одинок, вот по этой двоечке обязательно к вам идет человек, кто скрасит ваше одиночество, кто будет с вами рядом, кто будет пытаться вас, кстати, добиваться. Но тут больше, конечно, про взаимность. Про то, что 2 человека одинаково друг другу нравятся и одинаково друг другу открываются. Здесь у вас 2 зайчика. Вот видите, вот зайчик с такими ушками. Это с вашей стороны какие-то 2 дела вас пугают. Потому что эти 2 зайчика, они вот смотрят на этот молоток, и они его побаиваются. Возможно, на работе вы столкнетесь с каким-то предложением, которое вас немножечко насторожит. Да, предложение будет либо какое-то очень объемное, либо не характерное для вас, и вы будете переживать и думать, стоит ли мне за него браться, страшно, не страшно, выполню, не выполню, если не выполню, то что, а если откажусь, то как. Вы понимаете, вот что-то вас будет пугать. Но я скажу вам такую вещь, что эти зайчики, они, формальные, то есть на самом деле вы все можете, вы все умеете, что вы, как глаза боятся, да, руки делают, и вы это про себя прекрасно знаете. Вот есть у вас такая особенность, вы немножечко в себе сомневаетесь, и вот зайчики у вас и не зря вышли. Не бойтесь, беритесь за все дела. Вы знаете, человек, он социальное существо, да, и даже если где-то что-то, не дай бог, вы подзабыли, либо не уверены, всегда есть рядом люди, у которых можно спросить, переспросить, дополнить. То есть бояться вот и зацикливаться на то, что я там чего-то не знаю, не получится, не стоит. Мои милые, неделя очень будет ударная. Ударная в плане того, что у вас удача идет, понимаете, очень большая удача. И кто знает, если вы откажетесь от какой-то работы, либо от какой-то должности, либо от какой-то дополнительной работы, не потянет ли это за собой отказ, например, в получении повышения по должности, либо по зарплате. Поэтому ни от чего не отказывайтесь, все принимайте. И неважно, как это заходит в вашу жизнь, с плюсовым значением, либо с минусовым значением. Все равно знайте, что все у вас выйдет на большой профит и на большой плюс для вас. Смотрите, буква А, но А буква маленькая, то есть либо дело, либо обстоятельства на букву А, да, вот называется на букву А, будет для вас тоже крайне успешным, и вот прям будет получаться.
даже не знаю, может быть, место на букву А, название организации на букву А, либо место, куда вы поедете, вот буква А, либо там на автобусе вы поедете, и все будет удачно. Да, вы думаете, на чем мне ехать, там на автобусе либо на поезде. На автобусе, конечно, едете. Буква А и двоечка. Вот эти два важных символа на вашу будущую неделю. Дальше я вижу вас. Вы у меня в центре, вы у меня при поднятой руке, и это очень хороший знак, знак того, что вы будете трудиться, знак того, что у вас все будет идти согласно вашим убеждениям и устоям. И также я вижу, что вы будете рулить полностью своей жизнью и ситуацией вокруг. Не только вот в своей семье, да, но и на паблике, на работе, в каких-то общественных местах. Вы идете за главного человека. Да, с вами рядом есть еще кто-то, кто вам, например, идет как, ну, может быть, учитель, наставник, гуру, тот, с кого вы пример берете. Но, тем не менее, ваша роль, она очень важна и главенствующая получается. Особенно, еще раз говорю, вот вы как-то себя на работе должны проявить, на работе, либо на службе, либо в каких-то вот делах, связанных с обществом. То есть это не дом, не семья. В семье и в доме у вас, я вижу, тут все спокойненько будет. Единственное, что, может быть, у вас какой-то будет, вернее, как желание, либо будете искать повод, чтобы придраться, например, к любимому человеку, потому что любимый человек уж слишком как-то будет себя вести, ну, спокойно, да, и вам нужны будут эмоции. Вы вот такая вся горячая будете, да, вы будете, может быть, приходить там с какой-то эмоцией, рассказывать, что произошло у меня на работе, а человек будет там, ну, просто сидеть и слушать вас, и вас это немножечко будет как, ну, раздражать, да, что вы не будете чувствовать участие. На самом деле человек в вас 100% уверен и знает, что все, что вы сделаете, все, что вы скажете, все, что вы решите, это абсолют. И сомневаться в этом ни в коем случае нельзя. И уж тем более никогда он не будет критиковать вас, потому что знает, что вы, ну, вы просто гуру, вы гений в этих вещах, и этого делать нельзя. Вот. А вам хочется участия, вам хочется, чтобы вот такие же эмоции наполняли и вашего партнера. Ну, я вам другую вещь сейчас скажу, что в разговорах вам эмоции ни к чему. Лучше пусть эти эмоции будут проявляться ночью под одеялом. Вот там дайте, пожалуйста, выход своим эмоциям, потому что я вижу, что вы вот прям горите неделю, вы горите. Устройте романтик, устройте какую-нибудь прям такую, может быть, там, инсценировочку чего-то, может быть, какие-то игры, да, там, для взрослых и прочее. Ну, мне, конечно, стыдно немножечко про это говорить, но, тем не менее, я хочу до вас донести, что на этой неделе, вот у кого есть, ну, нехватка, да, вот в плане интима, нехватка в плане вот, ну, скажем так, таких доверительных отношений, да, ну, все мы люди, все мы понимаем, что со временем, либо с усталостью, либо с тяжестью жизни, да, с этой гонкой жизненной, да, вот эта вот интимная часть жизни, она немножечко тухнет. У вас прекрасный шанс, вот прям Венера будет с вами, у вас за спиной вот здесь стоит, чтобы эту интимную жизнь оживить, добавить туда искорки, добавить туда огонек и уже, конечно же, пылать и гореть. Кстати, если вы девушка либо мужчина свободный, то у вас тут намечается партнер, какая-то вот связь, ну, я не хочу говорить случайная, но тем не менее, вот какая-то легкая связь может быть какой-то, ну, я не знаю, курортный роман, либо какой-то командировочный роман, да, вот. Вроде вы человека знаете, и вроде как бы дружили, общались, а тут, ну, так сложится, да, вот так звезды сложатся, что, ну, тут и интим может произойти. Главное, чтобы вы отнеслись к этому спокойно, да, чтобы не впадали в панику, ой, боже, а что же будет дальше и прочее. Но случилось, да, главное, что вы люди свободные, что вам никто нигде обременением не выступает, и почему нет, имеете право, как бы, ничего тут особенного я не вижу. Вот. Наслаждайтесь, живите. У кого-то, кстати, я не знаю, как это сказать, но, возможно, даже, ну, не знаю, какие-то курсы, может быть, да, вот, я не знаю, курсы, может быть, связанные с этим делом. Захотите там пойти какую-нибудь, может быть, тантра-йогу поизучать, что-то вот, прокачать свои вот знания, да, либо прокачать свою интимную жизнь. Вот захочется очень сильно. Знаете, тут такой посыл идет, что, в принципе, у вас все с этим в порядке, абсолютно в порядке, но да, вы где-то сжимаетесь, где-то вы смущаетесь, где-то вам реально не хватает времени. Так, для тех, кто у меня хотел бы познакомиться, вот идет вам кавалер, один и второй кавалер, причем
один кавалер где-то рядом находится, он с цветами, с подарками идет, а второй издалека, значит, будет к вам подкатывать. Два мужчины, которые будут добиваться вас и вашего внимания. Один мужчина хорош, но он как-то вот, ну, немножечко такой, может быть, робкий, может быть, у него какие-то есть переживания насчет вас, потому что вот именно, да, вот переживания за счет отказа. Такой мужчина, да, но он, тем не менее, будет к вам подходить, будет вам что-то там говорить, предлагать, на свидание звать, может быть, там навязывать свою даже помощь, себя там женихи навязывать. Но это все будет очень деликатно, и, знаете, там нужно будет читать между строк, потому что человеку очень страшно. Если вы понимаете, о ком я говорю, он просто уже как бы за вами, я так понимаю, ходит не первый день. Если нравится, если хотите, ну, попробуйте, но тогда инициатива должна исходить от вас. То есть, ну, не стесняйтесь позвать куда-нибудь этого человека, либо, ну, если будет как-то вот прям намекать, принимайте и помогите ему, да, высказать свое мнение. Ну, а второй кавалер, который у вас далеко, я так понимаю, может быть, в интернете активируется, кто там найдется, выйдет на ваш след, просто по вот этой ноге, да, человек может быть далеко. Вот этот человек, конечно, прям такой, знаете, будет кадрить направо и налево, он не стесняется. Ну, в принципе, да, между вами расстояние, что ему стесняться, будет вести себя немножечко, может быть, ну, как мачо, да, вот покажется. В принципе, он человек неплохой, но, да, может быть, он слишком горячий для вас, да, вы более такая по темпераменту спокойная, а это человек горячий. Но, тем не менее, я вижу, что ухаживания могут. И даже, вот смотрите, если вы девушка даже замужняя, вот так вот поделюсь секретом, да, либо мужчина женат, то, ну, вот прям интерес противоположного пола будет очень ярким. Вы как-то в эту неделю, вот глаза как-то по-особенному будут блестеть, и вы будете по-особенному привлекательные для противоположного пола. Дальше у вас по вот этому сердцу в самом верху, да, в венце, вы в конце недели будете очень хорошо отдыхать. Я видела, человек сидит, да, и ножки вверх так вот задрал. Это вообще идет как и рекомендация, что вам нужен хороший отдых, хороший, покойный, спокойный, размеренный, не знаю, какой-нибудь день. Выберите там субботу, воскресенье, когда у вас есть время для себя, чтобы никто вас не потревожил. Просто так объявите, да, в семье, например, что мне нужно порелаксировать и отдохнуть, выдохнуть. Либо я вот так понимаю, что может даже вам сюрприз какой-то ваши близкие сделают, да, что вот скажут там мама, либо папа, давай отдыхаем, мы все сделаем сами, да, например, детки сделают такой сюрприз. Очень хороший, кстати, знак. Также знак мне говорит о том, что вы будете пожинать какие-то плоды. Вот у вас конец недели ознаменуется тем, что придут результаты ваших трудов, результаты вашей активной деятельности, и вам будет от этого очень, знаете, вот мало того, что спокойно, да, и приятно, так вы еще и расслабиться сможете, то есть выдохнуть, то есть какой-то вот стресс от вас уходит, причем уходит уже навсегда. Дальше. У меня здесь дорога вышла какая-то вот достаточно неспокойная, дорога вынужденная, вот как будто бы вы вынуждены куда-то идти, причем вы идете туда, ну, с опущенной головой. Знаете, вот такая мысль у вас будет, да, за что мне все это, почему я должна это делать, почему мне навязали эту ситуацию. Это судьба, потому что в той дороге вы что-то важное для себя либо увидите, либо узнаете, либо прочувствуете. То есть это вот такой маленький урок кармы, урок судьбы, вот как хотите называйте. Это нужно пройти. Да, я не буду говорить, что там все классно пройдет. Да, немножечко придется, может быть, и попереживать, и пободаться, но это дело, оно будет решено, и решено будет для вас в позитивном ключе, мои дорогие. Неделя у нас серьезная, неделя у нас ударная, на неделе нас ждут удача, радость, и все-таки, вот знаете, вот как поборете вы свой страх. Вот я верю, что по вот этим зайцам вы свой страх просто поборете. И еще момент, да, вот тоже важный, чуть не пропустила. Здесь вышла у нас такая голова змеи. Голова змеи говорит о том, что придется вам, скорее всего, столкнуться с человеком, который не самого позитивного, например, о вас мнения, либо не самого позитивного отношения к вам. То есть человек покажет свою вот эту вот змеиную морду, да, возможно, даже попытается укусить вас немножечко. Но я вижу, что вот сзади как-то вот из-под тишка этот человек будет поступать. Поэтому постарайтесь периодически вот одним глазом назад поглядывать. Человек, от которого не ждете. К сожалению, так может быть. Но если я вас вот предупредила, да, если песок это показал, значит, это можно избежать. Либо, по крайней мере, минимизировать вред от этого человека. Из-под тишка. Вот
вот неожиданно, да, человек обещал, клялся, там, божился, да, и вот в нужный момент человек просто, извините, показывает язык и говорит, ну, вот такое. Да, загадочный зверек, пойми меня как хочешь. А чтобы этой ситуации не произошло, посматривайте один глазом по сторонам, назад, и все старайтесь контролировать так, чтобы у вас всегда был, по крайней мере, один запасной вариант, чтобы выйти из любой ситуации. И тогда все будет замечательно. Мои милые, добра вам, счастья, и пусть все будет хорошо. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.